Альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва асхаби ва аля. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня наш урок будет о пятом сподвижнике пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, шестом человеке, который был обрадован при жизни раем, пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, Зубайр ибн аль-Аввами. Зубайр ибн Аввам – это тот сподвижник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как передает Абуль Асвад, да будет доволен им Аллах, «Аслима Зубайр ибн аль-Аввам ва хуа ибну самани синин». То есть Зубайр ибн Аввам принял ислам, когда ему было 8 лет. «Ва хаджара ва хуа ибну самани ашрата сана». И когда Зубайр ибн Аввам сделал хиджру, переселение с Мекки в Медину, ему было 18 лет. Дальше Абуль Асвад, да будет доволен им Аллах, приводит следующий риваят. «Кана амму Зубайр юаллику Зубайра фи хасир». Зубайр, у него был дядя, который был неверующим, и чтобы отвратить Зубайра ибн Аввама от ислама, он подвешивал Зубайра ибн Аввама на пальмовые веревки, да, и «Ваюдахину алейхи биннар», и начинал подпаливать эти веревки и говорить «Вагуа якуль ирджи иляль куфр», «вернись в неверие». На что фаякулю Зубайр ибн Аввам отвечал «Ля акфуру абадан», «Я никогда не вернусь в неверие после того, как я принял ислам». Также Урва, да будет доволен им Аллах, передает следующие слова: «Аслама Зубайр вагуа ибну ситта ашрата сана». В другом риваяте передается, что Зубайр ибн Аввам принял ислам, когда ему было 16 лет. «Валям ятахалляф ана газва газаха Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям». И после того, как Зубайр ибн Аввам принял ислам, он не отстал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ни в одной битве. То есть Зубайр ибн Аввам – это тот сподвижник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который был всегда рядом с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, в битвах, в которых он участвовал. Также Хишам ибн Урва передает от своего отца, от Урвы, да будет доволен им Аллах, что тот сказал: «Инна ауаля роджулин салля сайфаху аз-Зубайр ибн Аввам». Поистине первый человек, который обнажил свой меч ради пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это был Зубайр ибн Аввам. Самиа нафхата нафха шайтан. По некоторым, то есть в Мекке распространилось такой слух, что ухиза Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был пленен и его хотят убить. «Фахараджа Зубайр яшукку наса бисайфи». И тогда Зубайр ибн Аввам вышел на улицы города Мекки и начал разбивать людей, то есть проходить среди людей со своим обнаженным мечом. «Ваннаби саллаллаху алейхи вассалям би'аля Макка». А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, тогда был в верхней части Мекки. «Фалякияху факаля». Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, увидел Зубайра с высоты, спустился к нему и спросил: «О Зубайр, маляка я Зубайр, что с тобой, Зубайр, почему ты обнажил свой меч?» «Каля ухбирту аннака ухизда». Зубайр ибн Аввам сказал, что до меня дошло такое сведения, что тебя пленили и хотят с тобой покончить, и поэтому я вышел для того, чтобы сражаться с неверующими, с врагами ислама, пока они не убьют меня, либо я не убью их всех до единого». «Фасалля алейхи вада аляху валисайфи». Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, пожелал Зубайр ибн Авваму, чтобы он был в благоденствии, да, в благе Аллаха субханаху ва тааля, и призвал баракат Зубайру и на его меч. Также переводит Хафс ибн Халид, да будет доволен им Аллах, говорит, что один человек вместе с Зубайром совершал путешествие. «Кадима алейна миналь маусиль». То есть
Зубайр ибн Авам, когда он возвращался с Маусиля, с местности Маусиль, да, «Каля сахибту аз-Зубайра ибн ал-Авама фи ба'да асфарихи». То есть этот человек, возвращаясь с Маусиля, довел до Хафса ибн Халида, что он путешествовал с Зубайром ибн Авамом в некоторых путешествиях. Да? «Фа'асабатху джанабатун би арды кафрин». Ну и в одной местности Зубайр ибн Авам зашел в состояние большого осквернения, да? И ему надо было взять гусль. «Факаля стурни». Тогда Зубайр ибн Авам повелел этому человеку, чтобы он закрыл его аурат, чтобы тот мог ополоснуться. «Фасата артугу». И этот шейх говорит, что я сделал повеленное мне Зубайром. «Фаханат минни илейхи ильтифататун фарайту муджаззатан биссуюф», говорит. И в один момент я увидел, что мой взор пал на тело Зубайра ибн Авама, и я увидел, что его тело, оно вся в ранах, вся в шрамах от мечей. «Культу Аллахи лакада раайту бика асаран ма раайту аби ахадин кат». Впоследствии этот человек спрашивает у Зубайра ибн Авама: «Я видел на твоем теле такие следы ранений, но я такого в жизни не видел. Откуда они у тебя?» «Каля вакада раайта залика культу наам». Зубайр ибн Авам удивленно спросил: «Ты видел эти ранения?» Он сказал: «Да». «Каля». И тогда Зубайр, ради Аллаху анху, сказал следующего: «Ама валлахи ма минха джарахатун илля ма расулилляхи саллаллаху алейхи вассалям ва фи сабилиллях». Поистине каждая рана, каждый шрам на моем теле это рядом с пророком саллаллаху алейхи вассалям, то есть то, что постигло меня в сражениях рядом с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям и на пути Аллаха». Также передается от Али ибн Зайда, что люди, которые видели обнаженный торс Зубайра ибн Авама, они говорили, что «Ваинна фи содрихи ля амсалюль уюн минаттани варрами». Поистине на теле Зубайра ибн Авама следы, похожие на глазницы людей. Из-за чего? Из-за отметин, которые оставляли стрелы и копья. Также переводится, что Хасан ибн Сабит, он постоянно любил восхвалять. То есть Хасан Сабит — это поэт пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, который постоянно защищал сподвижника пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, посланника Аллаха, от нападков, от хиджа, от плохих поэтических каких-то произведений против пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Так вот, Хасан ибн Сабит, он любил восхвалять Зубайра ибн Авама, восхвалять его за преданность пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, и что Зубайр ибн Авам — это лучшая защита для пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, как он его назвал, ибн аль-Хашимия, то есть сын хашимитской женщины, он лучше для пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, чем свита, либо телохранители, которые бы его охраняли. Также переводит Саид ибн Абдуль-Азиз, да будет доволен им Аллах, говорит следующие слова: «Кана ли Зубайр ибн Авам альфа мамлюкин ядуна иляйхи харадж». То есть вот в этой передаче приводится, как Зубайр ибн Авам жертвовал свое имущество ради пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, то есть та степень Зубайра ибн Авама в преданности исламу. И он говорит, что было у Зубайра ибн Авама 1000 мамлюк, то есть 1000 пленников или рабов, да, плененных после битв. Да. И аддуна иляйхи аль-харадж, они приносили Зубайр ибн Аваму аль-харадж, то есть приносили Зубайр ибн Аваму завоеванное им. Да. Факана яксиму кулли лейля. И Зубайр ибн Авам, каждый раз, когда они приносили, ему он не спал по ночам и делил это имущество. Сумма якуму иля манзили валейса мааху минху шейн. Он делил это имущество среди нуждающихся людей, и когда он ночью уже возвращался к себе домой, у него в руках не было ничего. То есть все принесенное
его рабами, да, либо его слугами Зубайру ибн Аваму, он тотчас же это все делил и не спал, пока у него в руках из принесенного не оставалось ничего. Также Мугис ибн Сами переводит такой же ривайт и говорит, что у Зубайра было 1000 слуг, да, которые приносили ему какое-то имущество, но когда он возвращался домой, он не заносил в дом ни одного дирхама. То есть он все это жертвовал нуждающимся на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Также Абдулла ибн Зубайр, то есть первый маулюд, первый ребенок, который родился в исламе, да, знаете, что Зубайр ибн Авам, он 4-й раз женился на младшей дочери Абу Бакра, Асме, ради Аллаху анха, да будет доволен и Аллах. И от этого брака родился Абдулла ибн Зубайр, тоже величайший из подвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Так вот, Абдулла ибн Зубайр передает следующую передачу о своем отце, что Зубайр ибн Авам в день сражений при Джамаль, то есть битва Джамаль, да, битва верблюдицы, так называется, когда войско Айша, ради Аллаху анха, сражалось против войска Али, ради Аллаху анху. Так вот, при этой битве, перед тем, как выйти на эту битву, Зубайр ибн Авам подозвал себе своего сына Абдуллу и передал ему свой долг. И сказал следующее: «О мой сынок, я бунайя, ин аджазда ан шайин фастаин алейхи бимавляй». Если ты в какой-то момент не сможешь выдать долг, который я тебе передаю, то воспользуйся помощью моего господина. Абдулла говорит, что «Фаваллахи ма дарайту ма рада хатта культу я батиман мауля каля Аллах». Абдулла говорит, что я не понял, что имел в виду Зубайр, говоря «попроси помощи у моего господина». И я спросил у отца: «О, отец, кто твой господин?» Тогда он ответил: «Мой господин — это Аллах, Субхану ва Тааля». «Холя фаваллахи ма вакату фи курбатин мин дайнихи илля культу я мауля Зубайр ихди дайнаху фаяхдия». И каждый раз, когда я затруднялся выдать долг своего отца, я делал следующее дуа: «О господин Зубайра, помоги выдать долг моего отца». И тогда Аллах Субхану ва Тааля закрывал, то есть каким-то чудесным образом происходило так, что долг Зубайра закрывался. «Факудиля Зубайру аля мияда динаран аля дирхаман иля арадина». В день при битве верблюдицы, да, Зубайр ибн Авам был убит. И он не оставил никакого имущества, кроме как земли, минха габа ва дуран. Были какие-то земли, в которых были леса, какие-то сады и так далее. وإنما كان دينه الذي عليها أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودع إياه فيقول زبير لا ولكنه سلف. Из-за чего у Зубайра ибн Авама были долги? Зубайр ибн Авам, когда к нему приходил какой-то человек, он говорил, что я хочу тебе оставить вот это вот имущество на сохранение. Зубайр ибн Авам говорил: нет, я не возьму это имущество на сохранение, я возьму это имущество в качестве долга, потому что я боюсь, что я не смогу тебе вернуть это в целости и сохранности. И когда Абдулла ибн Зубайр посчитал долг своего отца, это был примерно 1 миллион золотых динаров. Да? Факана Абдулла ибн Зубайр юнадим фильмаусим арба асинин. Да? Зубайр ибн Авам завещал своему сыну, чтобы он каждый год в течение 4 лет во время хаджа или во время собрания каких-то людей, да, во время паломничества, да, он призывал людей
и говорил им, чтобы они, если у них остался какой-то долг у Зубайра, они приходили к его сыну Абдулла ибн Зубайру, говорит. И в течение 4 лет сын Зубайра отдавал долг Зубайра ибн Ауама. И у его отца было 4 жены, как мы это сказали до этого. И после того, как он раздал долг, он разделил мирас, то есть наследство Зубайра ибн Ауама, и каждой из жене достался по 1 миллиону 200 тысяч золотых монет. То есть богобоязненность Зубайра, да будет доволен и им Аллах Субханаху ва Тааля, дало такой результат, что в конечном итоге не то, что он остался бы должен кому-то в этом мире, да, наоборот, еще его в качестве наследства, то есть мы знаем, да, что женщине в исламе дается 1/8 часть наследства, так вот 1/8 часть даже наследства Зубайра ибн Ауама, она составляла 1 миллион 200 тысяч золотых монет. Относительно аята «Сумма иннакум яумаль киямати инда роббикум тахтасимун», когда был ниспослан этот аят, в котором сура Зумар, 31 аят, в котором говорится, что после того, как вы умрете, в судный день вы будете противниками друг друга перед своим Господом. Когда вот этот аят был ниспослан, Зубайр ибн Авам сказал: «Я Расулюллахи, аяраду алейна ма кана байнана фид дунья ма хаваси зунуб, каля наам, каля валлахи инни ля ара аль-амра шадидан». Зубайр ибн Авам, когда вот этот аят не спаслался, спросил у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям: «О посланник Аллаха, вместе с тем, что у нас будет очень много грехов в судный день, мы еще будем между собой спорить, мы еще будем между собой враждовать», то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Да». В этот момент Зубайр ибн Авам, да будет доволен им Аллах, сказал, что поистине ситуация в судный день будет очень тяжелая. То есть этот человек, он постоянно боялся за свой саваб, боялся наказания Аллаха Субханаху ва Тааля в судный день. И его вот эта вот богобоязненность, она придавала Зубайру ибн Аваму мужество. Он постоянно был во всех битвах с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, и также эта его богобоязненность останавливала его от зульма, от каких-то преступлений, от принесения вреда окружающим его людям. Да будет доволен Аллах Зубайром ибн Аль-Авама.